Тихо, 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 тихо. Заерепенился, блин. От света сейчас будет это. Что-то идет пока. Пока идет. Сиг или хариус. Вверх пошел, значит сиг, наверное. Ну, хорошенький. Тихо, 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 тихо. Нет, хариус все-таки, наверное. Он что-то буйный, бляха. Тихо, будь. Да, хариус. То надо было. Ладно, что будешь пробовать? Надо попробовать пока еще не всех. Там будешь или там? Где? Ну иди тогда, я оттуда начну жерлиц. Посмотрю жерлицы, да. Ну сколько успел, все, нет, так будет, это под фонариком буду. Сейчас подъедем, посмотрим. Ладно, погнал я. Ты это не потеряй только. Все? Лунки замерзли. Ну что, 7 жерлиц, загаров нет. Загаров не видать. Загаров не видать. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Загаров не видать. Загаров не видать. А почему загаров не видать-то? Неужели налима нет? А кто ж тогда лески рвал? На 2 же удочках леска была порвата. Я так думаю, не так же замерзла, чтобы... Не. Вообще не замерзла. Так, ладно. На жерлице отвлекаться пока не будем. Нет, так и нет. Оставим их до лучших времен. Не, леска ходит. Так что если налим попадет, должно будет сработать. Ну, что? Поехали проверять. Пишня. И черпачок. Больше ничего. Погнали. Вот с этого продольничка и начнем. Тут я поставил свежий продольничек. Один. Так. Ну чё? Ух ты, ух ты, ух ты. А замерзло-то как все. А как все замерзло-то? Не критично. Это-то ладно. Тут у нас получается... Как говорится, капроновая нитка толстая. А на удочках, как я не знаю. Ладно. Как-никак, а надо проверять. Так, ну что, погнали. Надеюсь, видно.
Так, опа, что-то есть. Что-то дергает. И что-то хорошее. Похоже на сишка. Или язь. Ну что-то есть. Сижочек. Вот такой вот сижочек. Отличное начало. Янскадан. Заглотил до кишочек. Наш красавчик сижочек. До желудка. До самого желудка. Крючок в желудке. И вот как вот, представляете, его выпускать? Никак. Да этот и не маленький, нормальный. Так, все. Все, больше нет. Ёршик еще вроде бы там. Нет. Малек живой. Все. Так. Ну что, отличное начало. Мы сегодня не только порыбачили на озере. У нас рыбалка продолжается. Уже стемнело время. Сейчас скажу сколько. 17:53. Почти 6 часов вечера. 6 часов вечера. Ну, я так думаю, часика полтора у нас времени это дело займет, если не больше. Ничего страшного, фонарик есть. Значит, сколько успеем, столько проверим. Ну что, вот такое вот красивое. Второй продольничек. Ух ты, что-то было, все запутано. И что-то есть еще есть. Что-то пока еще идет. Или сижок, или хорюзок. Что-то дергает. Вода пошла. Сиг. Вот такой красавец сиг. Все? Да. Вот так вот. И запутал все. Янскадан. Продольники, я говорю, всегда продольники работают лучше, чем вставные удочки. И они чистые. Если удочка вертикально стоит, ее закидывает грязью. Вон, какой красавец сиг. Он просто красавец. Вон, обратите внимание, вон, как он переливается. Вот он. Янскадан. Вкусняшечка. Так, и что это у нас? Что это у нас? Ну все, в общем, наживляем, отпускаем. Янскадан. Уже стемнело, проверку удочек не снимаем. Сколько там? Ерша 4 поймали уже, да? 5 где-то? 5 ершика уже поймали. Если что-то будет серьезно дергать, покажем и удочки. А продольники вот эти, их есть надежда. И как бы что-то натяжка вроде бы даже. Что-то да, что-то хорошенькое даже есть. Так, камера видит, да? Что хочешь заснять? Снимаешь? А? Да. Все. Тихо. Заерепенился, блин. От света сейчас будет это. Что-то идет пока. Пока идет. Сиг или хариус. Вверх пошел, значит сиг, наверное. Ну, хорошенький. Тихо. Нет, хариус все-таки, наверное. Он что-то буйный, бляха. Тихо. Будь. Да, хариус. Вот такой. Красавец. Вот это хариус, да? Вот это янцикадан. Вот это янцикадан. Самый крупный, да, такой не было еще, да, сегодня? И сегодня, и за всю рыбалку, наверное, да? Вот. Вот. Вот он. Парус какой, да? Ага. Красавчик. Янцикадан. Блин, как ерепенится-то, а? Видишь, я говорю, продольники, они намного лучше работают, чем
вставные удочки. Залготил до желудка, так что был наш с икрой. Что, сегодня бутерброды с икрой будем кушать? Это как моя говорит, в избушке кушаем бутерброды с икрой. Потрошенных хорезов привожу. Хитрые, говорит. Сами, говорит, икрой питаются. А нас, говорит, блин. Вот, даже лутка проглотил. Рядом малек, считай. Малька не взял, взял червя. Все. Вот такая вот балалаечка инскаден. Так что вставные удочки у нас... Ой, продольнички работают инскаден. Заметно лучше, чем просто вставные удочки. Удочки потом можно будет снять, если что. Они только... Ну, если тепло оставим, если морозы ударят, можно будет снять, чтобы не мудыхаться с ними. Так холодно было, что-то примерзло капитально. И тихо звезды. И ну тебе. Вы вчера из песни, да, пели ребята с нашего двора? Да. Так. И вновь тебе подпоют ребята с нашего двора. Так, ну, есть здесь что-нибудь? 3 продольника уже сработали. 4-й. Не-а. Здесь этот пустой. Ну, что-то было, запутало и ушло. Видишь, что-то было. О, видишь? Да, вон как. Угу. Что-то было. Ладно. Будем надеяться, сейчас распутаем. И утром будет. Так, ну что. У нас тем временем подошел еще один продольничек, который есть надежда. На продольник есть надежда у меня. Что-то маленькое, ёршик вроде бы есть. Или даже ерша нету. Сиганет точно. Сиганет точно. Сглазили. Вроде Йенс когда говорил, а все равно сглазили. Ничего нету. Малек живой. Здесь рыбы нет, надо туда переставлять. Ближе к тому берегу. По центру рыбы нет вообще. Ладно. И черви целые. Завтра переставим. Пик-пик-пик. Все. Крайний 6-й продольник. Три сработало, 2 пустые. Давай прогнозы, Серег. Есть здесь сижок, нет? Как думаешь? Думаю, что-то все равно есть. Ну, что-то. Один пустой, второй-то должен быть. Нет, 2 пустых уже подряд сейчас было. 3 подряд с рыбой были, 2 пустых. Вот это 6-й. Пока вот леску... Ну, что-то есть, да? Что-то есть, да? Ну, небольшое. Корюзок или сижок? Или сижок, скорее всего. Натяжечка есть небольшая. Что-то кто-то уже не дергается, даже кулума, что ли. Еще и зацепилась. Не, мусор вот такой вот. Я думаю, вес чувствую, блин. Пусто. Трава. Пусто. Ладненько. Еще не вечер. Вернее, уже вечер, но не все еще потеряно. У нас еще вставные удочки есть. Серега, предсказатель, сказал, на этой удочке, говорит, поклевка. Говорю, как поклевка? Вот какой толщины лед, говорю, леска там по нему не ходит. Вот 3 сантиметра леда замерз. Нет, говорит, поклевка была. Поднимаю точно, вон, какой красавец сиг. Все вставные удочки пустые. А этот вон такой же красавец. Это получается 4-й, да? А 3-й сиг и 1 хорез. Продольники сразу изначально обрадовали, вернее, не. А вставные. Ну, в общем, по центру реки точно рыбы нет.
по берегам. Вся рыба по берегам, вдоль зашугованности идет. Вот такая вот красота. Янцкадан. Хорошие сигиты сегодня, да? Да. И хариус тоже красавец. Сегодня не количество, сегодня качеством берем, бля. Янцкадан. Серега, не отходя от кассы, сразу чикает. Потрошит. Сегодня это дело мы все засолим. А, если засолить, наверное, чешую надо снимать. Да? Может, малосолку по кусочку съедим, нет? Или лень? Сегодня хочешь? Нет, ну сегодня засолить, завтра готовый будет. Ну, в принципе. Вот иди от лунки подальше. Можно так, да? Чешую тогда ему. Ну, просто без чешуи, как говорится, удобнее это кушать будет. Малосолку. Сегодня засолить. Завтра уже можно будет вечерком снямкать. Ну, посолится уже. Ну Да, вот. Эту чешую чистить, это надо будет, конечно, днем делать. Почему? Ну что, не видно. У меня фонарика нет. Ну, что там чистить-то? И это, на ощупь как-то. Ладно, так, если что. Засолим. Ну вот, вставная сработала ближе к берегу. Одна единственная сегодня вставная удочка сработала. Даже ершей нету. Как на удивление. Ершей не урони только. Не вроде. Блин, не могу я спокойно смотреть. Не-не-не, нормально держится. Тут даже икра была. Видишь, Да, там это, кусочки. это фигня. О, заодно кровью примыли. Сразу поймали, сразу разделали, сразу съели. Ладно. Так, что у нас еще осталось? 2-3 удочки. Раз. Два. Так, тут зашугованность. 2. 3, наверное. 3 удочки осталось. Где-то часа полтора, наверное. Даже больше, около 2. Около 2 часов. Так, было 19:50. Ну да, 8 часов. 2 часа где-то потеряли. Но зато не зря. Зато все отдолбили, то, что сегодня ночью замерзло. И давай посмотрим наш улов сегодняшний. Сейчас уже почищено все. Еще другой. Все, друзья, вон. Красавцы какие. Это здоровый хариус, вон. Под килограммная. Ну, чуть меньше. Грамм 800 точно есть. И 3 хороших сига. И раз, два, 3. 3 ерша, наверное. Или 4. Ну, не зря, да? Приходили. Рыба почищена. Уже сейчас придем. Солью посыпем. Ведерочко. И завтра уже можно будет, если что, малосолочку уже. Ну а теперь идем по пути, смотрим, может кто-то еще задрыгается. Тоже чисто теоретически может попасться. И потихонечку поедем в избушку. Да, не надо. Так, кто тут? Что, погнали? Ах, снег, снежок, белая метелица, завтра потеплеет. Только мне не верится. Ну вот. Не зря приезжали. Все хорошо. А налимов нет. А налимов нет.
надеяться, что налима мы все-таки поймаем с нашей оторванным крючком. Погнали. Приехали. Ух! Эх, маль, это не зима. Эх, мак, а бы денег тьма. А! Кубань река и Дон река. Гуляй, казак, гуляй пока. Как оно? Быстрее доехали сейчас? Да хрен знает, мне тоже показалось как долго. А сейчас что, другой дорогой ехали? Нет, там же как туда, просто побыстрее немного. Ехал быстрее. Так же? Что, там сушеное еще осталось, нет? Или все принес? Я так-то принес, да. А, там еще чуть осталось. Ладно, завтра нам пока хватит. Да, и до 12. Ну. Так, что, пойду я свет сделаю. Ты занимайся тогда по кухне, а я распилю тогда. Распилить надо? Да, я распилю. Это сейчас растопить сразу. А. Растопку нету. И тихо ночью вздохнуть. На растопку-то нет, наверное. Что тебе? Там свет, наверное, включить надо, да? У меня что-то. Так. На телефоне-то есть. Ну вот. Григорьевич так блесну и не нашел, да? Нет, уже и веником мел, и все. Да мне кажется, может где-то под пол или куда она могла, я хер знает. Тут брякнуло. Хрен ее узнает. Это загадка века. Ну, А завтра еще. может куда туда. Отскочила. Ну, полненько делать можно. А он там палкой шурудил уже все. Ладно, так занимайся, пошел я пилить. А, ты говоришь, на растопку надо? Да, я чуть скользнула. Ну. Фу. Здесь давай, конечно, чайку, наверное, сразу. А? Чайку, наверное, сразу. Нальешь? Больше всего чая хочется. Это как Ваня Шишкин, да? Блин, 3 дня, говорит, чай не пил. А так, говорит, чай пить хочется. Помнишь, да? На Печоре-то там, блин, там все упали, блин. Мне вот честно, вот больше всего чай хочется сейчас. Не кушать ничего, просто чай. Заварился уже? Ты сахар положил туда? Да, все. Тут готово. Я тоже прискину тогда. Что у нас сегодня на ужин? На ужин у нас остатки былой роскоши. В общем,
Иван Григорьевич-то сегодня у нас уехал. А так как он привез целую бадью каши, вывалил всю кашу нам на сковородку. Нам придется ее доедать. Сказал, кушайте как хотите. Есть у нас, в принципе, еще и суп. Есть еще там котлеты рыбные. Есть еще что-то яичница жареная. Но это на дневное. Днем котлетки, яичница это будет, да. В общем, с Серегой мы сейчас вот порешали. Сегодня у нас ночь. Завтра рыбачим. Завтра ночь. И в субботу до обеда рыбачим, после обеда уезжаем, да. В общем, как-то вот так. Иван Григорьевич сегодня с корабля на бал попал, получается. Отзвонился, приехал, все нормально. Ромка его встретил, помог дотащить аэроустановку, лодку, все на месте, во дворе. Развез рыбу, Сереге завез рыбу. Оксана уже отправила смс-ку. Спасибо за рыбу. Домой привез. Иван Григорьевич вечером отзвонился, говорит, я уже все помылся, побрился, еду на день рождения внучки. В общем, он с корабля на бал, получается, гуляет сейчас на дне рождения. Ну, раз такое дело, за здоровье внучки можно и это, да, немножко, по 50 капель, да. А то сегодня маковой росинки во рту не было, в смысле рыбацкого. Ну, эту бутылку уж третий день пьем, Серега. Да. Никак допить не можем. Ни с утра, ни в обед, ни днем, только вечером. Как, в принципе, и должно быть. Так, держи. Ну, сегодня даже можно и это. Убери чай. Так, вот так вот. Сегодня даже вам наливаю, потому что если Иван Григорьевича стопочка освободилась. И первым делом... Иван Григорьевич, кстати, этот фляжку забыл. С президентом? Ага. Отвезем. Так. 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 Ну, как раз вот по стопочке и стало. Итак. Все, на сегодня хватит. Шутка. Шутка, конечно, это шутка. Чай. Уже горло смочил, уже аж на душе легче. Да? Горло это хорошо. А я вот огурчиком горло смочу. Огурчики, да. Свекольный салат. Ну, давайте. С днем рождения. Приятного аппетита и все такое. Приятного аппетита всем. Будьте здоровы. Это сюда. Это ваше, это наше. Освещение, правда, не очень, но у нас уже закончился. Не топчись, пила ногам, пожалуйста. У нас один пауэрбанк уже закончился, мощный, который полтинник. Достал 20-ку, но она уже не 20-ка далеко, где-то только 10-ка, наверное. И пока даже не заряжаем ничего, думаю, на завтра для съемок хватит, чтобы остаться хотя бы с освещением. Это не Titan Natalius. Ладно, будем надеяться, что со свечкой мы уж давно не сидели. Так, а хлеб где? Белый, что ли? Наверное, да. Сегодня уехали без хлеба, но без хлеба не остались. 4 булки. Серега, ты по ноге ходишь уже. Да. Кашка не прокисла еще хоть? Ну, вроде так пробовал нормально. Нормально. Ну что, какая рыбалка тебе больше понравилась? Сегодня не успел порыбачить на Печоре. А то, что на продольнике
и вставные удочки. Это больше похоже на работу, а не на рыбалку. Ну, как бы да. Там уже Чисто, ну, немножко кайфа ты ловишь, там тоже переживания, вот эти потяжки, это все ты чувствуешь живую. все равно, когда ты тачишь, то, конечно, Да. удовольствие все равно получаешь. Да, нет вот этой поклевки, ты не видишь сам момент поклевки, но ты леску взял и уже чувствуешь там тяжесть на том, особенно как с Хариусом боролся. Хариус-то вообще красавец. Нормально, но Я бы Нет. так сказал, бы трудовая она становится, когда рыбы нету на крючке. Когда ты проверяешь там те 30 удочек, там, да, а они все пустые. Это уже трудовая. это уже бесполезно. Ну да. Ну ты, получается, ты же все равно силы и энергию тратишь на это, а ничего нет. А когда ты Ну, у меня вытаскиваешь. Самый первый продольник сразу сиг, второй сиг. Когда Такое вот- начало Когда хорошее было. вытаскиваешь, так это уже удовольствие. Это уже. Потом, спустя какое-то время, третий. Ну, думаю, хорошо. А потом пусто. Ну, на мормышке то же самое, в принципе. Что ты все равно, ты же лунки будешь ходишь. Ну да. На одной оси нету, идешь дальше будешь. Под конец дня уже руки устают все равно. Ну, сегодня на озере тоже, в принципе, когда вот крупнячок-то идет, Да. тоже приятно, он еще Но ерепенится, хвостом загибается. и блин. на озере, что с одной лунки, ну, можно там, если нашел лунку, вот все, начинает клевать, с одной лунки рыбачишь. А тут, в принципе, если на Печоре, вот как мы позавчера рыбачили, то что там, 2-3 штуки поймал, и все, и тишина. То уже означает о том, что А если надо 2-3 и- штуки с одной лунки. надо идти уже буриться, ну, А, искать. Да, дальше. просто народ, видишь, больше 3 лунок не делает. Он кормушку поставит, сидит, ждет, Именно когда рыба кормушку, подойдет. ну, У нас, в принципе, прикормка есть. Кормушка вот стоит, но 2 удочки там, не знаю почему. Может, не на месте. Надо, наверное, и кормушку, и удочки все на правый берег туда на камни перекинуть. ну, я вот тоже думаю, что, скорее всего, может завтра там попробовать половить. С правого берега, где вот эти сиги были, Хариус. Уже не останавливаться здесь. Потому что Ну, я в думал- середине точно глубины нету. Хотя на вставные первый день попали. Я думал просто вот на старых, ну, по старым лункам пройти. Ну, а почему нет? Недолго же. Можно, в принципе, недолго еще по старым лункам пройти. Ледобуром прямо джик. Будет день, будет пища. Может, не будем загадывать. Ну, там как-то я даже если... Ивана Григорьевича нету, мне кажется, мы завтра будем спать до 9 часов. Смотрим. Как ты с Иваном Григорьевичем не забалуешь, блин. У него светать начинает, он уже нервничать начинает, если мы еще лежим, спим. Так светать уже в 4 утра начинает. Не, в 4 еще темно было. Темно было. Я же проснулся без 15-4 где-то, наверное. Еще темень сплошная была. А скоро, да, еще пару недель и будет 4 светать. Нормально. Единственное, колени болят. Вроде бы и гамаши, они смягче, а все равно вот на коленях стоишь, когда и болеть начинает. И пальцы потрескались, видишь, полопались все от воды. Больше всего боюсь, когда тяну, вот чтобы вот эту трещину леска не попала. Режет палец чуть ли не до кости, блин, леска. Вот это мясо, кожи нету тут получается. И вот эту трещину, когда леска попадает, это все. И вот так вот уже стараешься не попадать. Не дай бог вот сюда попадет, это такой разрез. И так долго заживает потом вот все это. Любой сгиб, разгиб, это все трескается, блин. Ох. Сегодня у нас 19 число, да? 21. Знаешь, что нечетные? 21, да. Сегодня у нас вышла 4 или 5 часть, я не знаю уже. В зоне интернета сегодня даже был. Хорошая новость сегодня. Отремонтировали мою машину. А то ходил с подбитым глазом.
Еще не видел. А, блин, не позвонить-то, а? Связи нет. Потом вечером выйду, позвоню. Это Логана? Угу. Просто интересно, как получилось, блин. Уже месяц, наверное, с одним глазом катаюсь, с разбитым бампером, с разбитым глазом, Сейчас все полностью, и бампер, и все поставили. И крыло загнуто было, и мне дверь не открывалась. Правая сторона, левая сторона вся разбита была. Капот только ей повезло, вот капот не зацепило. Так бы еще больше стоимость, наверное. А так, фара, бампер и левое крыло. Получается, он отрихтовал только левое крыло. Бампер покупали через это. Китайский, тонкий, правда. Фару покупали тоже китайскую. Через Озон или через Вальберес, не знаю, Ромка заказывал. И все. Получается, вот за эту работу 10 тысяч. Это недорого. Сейчас по нашим расценкам это ни о чем. Если он сделал идеально, там небольшая мятина, но неприятная мятина была. Так что одно хорошо. Потом вторая новость тоже. Созвонились с Женькой. Евгений. Не Евгения, а Евгений Женька. Что, видишь, мужское, женское, Женька. Тоже поговорили. О чем говорили-то? А, насчет ствола. Да, есть хороший вариант купить вертикалку Чизет. Мужик продавал за 50 тысяч, скинул цену до 40 тысяч. Но 40 тысяч это большие деньги. Нашел пятизарядку, тоже Чизет, стоимостью 30 тысяч. Как бы, в принципе, я хотел вертикалку. Но так как, во-первых, ценник большой был, а тут я за 30-ку пятизарядку. Ну, можно было бы, конечно, подсобрать денег, купить за 40 вот эту вертикалку, но уже договорился с мужиком, все, говорю, оставь, все, беру, уже лицензию выписал. Два ружья сейчас покупать буду. Вертикалку 32 калибра и пятизарядку Чизет. Так что весновка у меня успевает только патроны заряжать. 32 больше как раритет, но купил небольшое вложение, но в будущем в целях экономии. Потому что 32 заряжать примерно ровно половину надо, чем от 12 заряд. Меньше пороха, меньше дроби. А сядет вот у тебя чирок в 30 метрах, ты с него пятизарядки, бах, еще промажь, бах, взлетит еще и бах, там 2-3 патрона. А тут аккуратненько сел чирок, то есть 32-й, тычк, и все, готовенько. Щелчок, и чирочек там. А пятизарядку уже, тем более эта пятизарядка, которую я хочу покупать, уже идет с коллиматорным прицелом, с дульными насадками со всеми в сборе мужик отдает. Думаю, дай бог, все нормально получится. На этой весновке буду уже с новыми ружьями. Постреляю, посмотрю, как она работает. И буду решать, что с этой МЦшкой делать. МЦшка у меня чем хороша? Она бьет далеко. Убойная сила у нее очень хорошая. Кучность обалденная. Единственный минус, ну это, можно сказать, даже не минус. Она очень чистоплотная. То есть песчинка где-то попала или что, может не передернуть. То есть надо очень чистить хорошо, следить за оружием. И слабые патроны может не перезадернуть. Но надо, чтобы порох достаточно было, хороший патрон. А сейчас патроны подорожали, мы стараемся экономить. То есть раньше СКМ покупал, оно щелк, передергивало затвор. А сейчас как-то купил био, пятерка, черные патроны. Я как с одностволки стреляю. Бах! Наполовину выдернула, гильза застряла. Пустая. Все, у тебя уже автоматной стрельбы нету вот второй. Получается, проще с одностволкой, быстрее будет, чем с пятизарядкой. Я вот эти био уже потом, знаешь, как делал? Оставлял специально на... Сяду, допустим, чирки, я перезаряжаю, ставлю одиночный, пока они плавают. И с пятизарядки стреляю одиночным выстрелом, чтобы
как отброс. У меня было там 4 пачки вот эти, 100 патронов покупал. Био, черная гильза, 5-й номер. Говно полное, блин. Никому не советую. Ну, с одностволки, с двустволки, может быть, будет что-то стрелять. Заряда не хватает, пороха мало. Пятизарядка не щелкает. По крайней мере, моя МЦшка точно не перещелкивает. Сейчас посмотрим, что ЧЗ покажет. Посмотрим. Буквально остался месяц. Через месяц у нас уже прилетят утки. Начинается весновка. Вот за С месяц... такой погодой, как сейчас, еще раньше. Ну, возможно. Ну, это еще похолодает. В апреле. У нас всегда в середине апреля. Ну, нас... может быть, но в прошлый год там март-то похолоднее был, морозный был. А Да, щас у но нас потом уже- в апреле быстро-быстро отпустило и все. А сейчас у нас уже дожди идут. Середина марта. Ну это ты не расслабляйся, еще будут морозы. Вот если будут по прогнозу сильные морозы, продольники Знаю, еще можно оставить, будут ли они. но вставные будут. В середине Потому апреля что всегда. смотришь, это 4-5 градусов. Будут. 3-2 показывают. Вот вставные удочки это не благородное дело, морозы отдалбливать. Палки, продольники это всегда, пожалуйста. А так, нет. Все. Мне кажется, что не будет уже. Что-то попало. Думал, каша, а там что-то малаша. Кость какая-то. Не, это оболочка от гречки. Что? Еще? Да, можно. Я Надо, вообще- я надо не выходить, откажусь. наверное. А там в этом буксе. Ну что, друзья, ладненько, не будем тратить время наше и ваше. В общем, день прошел продуктивно. День прошел интересно, насыщенно. Этот день в счет жизни точно не пойдет, потому что мы были на рыбалке. Мы рыбачили. День продолжается. Мы немножко с Серегой сейчас посидим. Не знаю, будем ли не будем песни петь. 2 ночи мы попели песню. Сегодня посмотрим, как пойдет. Ну а завтра с утра у нас Сегодня новый может- день. Сегодня может уже и спать даже. Это тебе так сейчас кажется. Все может поменяться Такая, очень это, быстро. Усталость такая есть это в теле. Ну так. А вот если каждый день так, то Усталость, привыкаешь конечно, потом. есть, да. Анька, все. Всем спасибо за внимание, всем бурвой. До завтра. До новых встреч на канале Кумир Рыбак. Короткое вступление. Смотрите, если есть возможность, ролики на Яндекс.Дзене. Яндекс.Дзен, во-первых, преимущество в чем? Выходит на 2 дня раньше ролик. Это преимущество для вас. А для меня преимущество с того, что вы смотрите ролики на Яндекс.Дзене, мне приходит какая-то копеечка. Вот. На Ютубе сейчас практически ничего не идет. Идет капельки, там несколько центов капает куда-то, но как вывести, хрен его мама знает. Бардак там полный. Не знаю, что с Ютубом. Если бы было как раньше, до отключения монетизации в России, Украине и в Америке, то сейчас бы, наверное, 1040-50, наверное, месяц уже бы было, я так думаю. Это нормальный доход, я считаю. Ну, как Ну, случилось. целая зарплата. Да, как случилось, так случилось. Так что теперь надо налегать на Яндекс.Дзен. Так что, если есть возможность, просьба, смотрите на Дзене мои ролики. Рекламу также можно пропускать, не обязательно смотреть. Там платят не за рекламу, а за фактическое время просмотра. Сколько минут просмотрели, такая будет у меня зарплата. Сейчас, благодаря вам, после того, как я к вам обратился и начал народ смотреть, если у меня раньше было 20, 25, 30 рублей в день, то сейчас у меня уже около 80, 90, 100 рублей бывает в день. Ну, редко, но когда больше посмотрят, до 100 рублей в день. Это получается месяц около 3000. Мелочь, а приятно. Как бы на дороге тоже не валяются. Вот. Это коротко о наших делах, на нашей работе ютубовской, дзеневской. А так, ну не знаю. Стараемся, как можем,
показать то, что как мы живем, снять, показать, смонтировать. Ну а как получилось, это уже вам решать. Пишите комментарии. До завтра. До новых встреч на канале Кумирбак. Теперь точно все.